Всем добрый вечер, Якутия. Так как запись будет, и этот эфир посмотрят, надеюсь, очень многие, да, и не только Якутия, надеюсь. И сегодня у нас, я представлюсь зрителям будущим. Туяра Жиркова, вещаю из Усалданского района, это село Бельтинга, многодетная мама, в прошлом педагог, и раньше работала в сфере образования более 20 лет, и вот уже как 6-й год я являюсь амбассадором Академии «Успех вместе». Это такая благотворительная обучающая система международного уровня и продвигает ЗОЖ, продвигает, скажем, правильные законы правильной жизни, да, и помогает людям по всей планете уже 18-й год. Я лично являюсь амбассадором уже 6-й год, получается вот так. И как и все люди, я пришла за здоровьем, да, так как Академия «Успех вместе» именно работает по этому направлению. Тема очень актуальная, и сейчас у нас сегодня гость. На самом деле мы не знакомы, да, лично не знакомы, и будет очень интересно вот прямо знакомиться в эфире. Это вдвойне, я думаю, интересно. Мне лично очень интересно. И сегодня у нас в гостях врач-терапевт, врач общей практики, врач УЗД, врач-профпатолог, врач-организатор, генеральный директор клиники «Благомед» Анна Дмитриевна Андреева. Аплодисменты. Я очень рада, что такие вот уже высокого уровня, да, профессионалы присоединяются к нам. Я очень рада и даю микрофон, камеру вам, Анна Дмитриевна. Спасибо. Всем добрый вечер. Я хотела начать со знакомства, но так как меня представили, да, меня зовут Анна, я генеральный директор клиники и один из учредителей. У меня 5 специальностей, по которым я работаю. Я скажу, что я в этой компании, да, в Success Together, я недавно вступила. Однако перед тем, как вступить, я очень много информации прочитала и для себя пришла к выводу, что именно надо вступить именно в эту компанию, потому что есть и другие компании с клеточным питанием. И поэтому я хочу сперва рассказать, как я пришла в эту компанию. Наша клиника занимается медицинскими осмотрами, выявляются первичные заболевания и определяются определение годности по состоянию здоровья. И второе направление нашей клиники – это профилактика заболеваний. Те, кто были у нас в оздоровительном комплексе, они все знают, что у нас были там различные программы, пока мы волею, так сказать, судьбы, пока не закрыли этот комплекс, но у нас в пределах клиники работают профилактические, скажем так, мероприятия. И вот у меня есть такой замечательный человечек, мой зам, Нина Христофоровна. Она, кстати, у нас в компании начала принимать продукцию раньше, чем я. И вот мы с ней постоянно делаем мозговые штурмы, думаем, чтобы внедрить в нашу клинику, чтобы наше население оздоровлялось, да, меньше болело и было больше работоспособного населения. Это по ходу нашей работы. Как второе направление, да. И вот в конце той осени прошлого года я наткнулась на информацию, что в Россию наконец-то из Запада пришло новое веяние медицины, это интегративная медицина. Интегративная медицина по-другому называют превентивной медициной. Наверное, вы слышали, анти-эйдж программа, то есть долголетие, да. Эта программа именно нацелена на профилактику заболеваний, на оздоровление и на омоложение организма человека. Включает в себя и традиционную медицину, и нетрадиционную медицину, в том числе и вот правильное питание, активный образ жизни, нутрициология
ну и другие методы нетрадиционной медицины. И я начала изучать вот эту программу интегративной медицины, где можно обучиться, что включает в себя, что я могу взять после обучения, какие знания я могу получить, чтобы в конце обучения открыть кабинет интегративной медицины у себя в клинике. То есть я была заинтересована, да, для себя. И вот как раз в это время мне звонит мама. Она живет в Нюрнберг, я родом из Нюрнберга. Она мне звонит и спрашивает: ты слышала что-нибудь о клеточном питании? Я такая: стоп, да, я говорю, я как раз изучаю этот вопрос, чтобы открыть, да, обучиться и открыть клинику по профилактике, да, заболеваний. И она мне рассказала про Елизавету Ивановну из Верхневилюйска, что она уже этим занимается уже несколько лет, и что она им питается уже несколько лет, и у нее отличные результаты, да, по состоянию здоровья. И вот первое мое знакомство было, и мама мне начала отправлять информацию про продукцию Success Together. Я начала копаться в интернете, читала про продукции и других компаний тоже, но для себя я пришла к выводу, что именно продукция Success Together, да, именно в такой форме, что они, вот это вот питание, именно идет к клеткам целенаправленно, и результат эффективнее, чем в других. Я потом расскажу, почему я так решила. Вот. Ну вот так я и пришла в нашу компанию. Сейчас давайте перейдем к сути, да, нашего разговора. Вы все знаете, что у нас организм состоит вот из всех органов. А все органы у нас состоят из клеток. А вы знаете, сколько у нас клеток? Яра, вы, например, знаете, сколько клеток у нас в организме? Ну, боюсь ошибиться, но более 20 миллиардов, да? Нет, 30 триллиардов клеток. Миллиардов? Триллиардов клеток. Триллиардов даже. Ой. Триллиардов клеток, да. И вот получается, что клетка... Антонина, да, выключите микрофон. Клетка является основополагающей нашего организма. Это не только вот строительный материал, да, из чего сделаны наши клетки, наши органы, наш организм. Нет. В клетках начинается обмен веществ. В ядрах есть такие макромолекулы, вы знаете, ДНК, РНК, где хранится генетическая информация и идет передача этой информации нашим органам, нашему организму. Например, вот какой орган что должен делать, какие у него функции, что он должен вырабатывать, как он должен отвечать на те или иные вот реакции, да, извне, на факторы окружающей среды, как он должен реагировать, как он должен в каком количестве, например, вырабатывать клетки желудка, вырабатывать желудочный сок, ну и так далее. Вот такую информацию передают наши клетки. И в структуре клетки есть такая замечательная структура митохондрии. Наверное, вы не знаете, что 90% энергии всего нашего организма вырабатывают именно митохондрии. Вот. И поэтому как бы клетка является основополагающей всего нашего организма, и поддерживая нашу клетку, наши клетки, мы поддерживаем свое здоровье. Как и все живое, да, наша клетка, она живая, она питается, она очищается, и она размножается. А питается она чем? Тем, что мы кушаем. Обычно, когда говорим питание, на ум всем приходит вот обычная пища, да, которую мы кушаем. А мы кушаем что? Мы кушаем то, что вот что приготовили. Пища, попадая в рот, начинается процесс пищеварения, начинается с механической обработки, да, вот мы пережевываем, потом проходит пища в желудок, где идет подготовка, расщепление и в конце всасывание. Ну, я вот, видно, не видно, как бы схематично показала, да. Пища через ротовую полость проходит
в органы желудочно-кишечного тракта, доходит до толстой кишки, и на все, на про это проходит 6-8 часов, чтобы пища переводилась и всосалась. Даже в толстом кишке, в толстом кишечнике, да, пища может оставаться до суток. Потом она начинает расщепляться, всасываться, и остальная часть выводится из организма в виде каловой массы. Видите, сколько времени проходит пища, да, и какие механизмы проходят. Расщепление, всасывание. Из органов желудочно-кишечного тракта пища проходит, всасывается в сосуды, из сосудов в ткани и клетки. То есть пища, проходя через весь желудочно-кишечный тракт, она не вся усваивается, энное количество остается в сосудах, энное количество доходит до наших клеток, а энное количество выводится из организма. Вот про это питание мы знаем все. Ну, скажем так, вот то, что мы кушаем, да, в наше время, в очень прогрессивное время, пища у нас, скажем так, становится синтетической, полусинтетической, с этими добавками, которые имеют токсическое действие на организм. У нас бурным ходом идет развитие промышленности, а они в какой-то степени все равно загрязняют окружающую среду, загрязняют воздух, которым мы дышим, загрязняют воду, загрязняют почву. А если загрязняется вода и почва, то это стопроцентно, что даже если мы считаем, что у нас это натуральная пища, она все равно с какими-то элементами загрязнения идет к нам. Вот. И пища загрязненная, да, даже вот из воздуха вместе с пищей, вместе с воздухом поступают к нам молекулы, которые имеют, как называется, все знают, сейчас скажу, я очень волнуюсь, свободные радикалы. Об этом все говорят, но не знают, как они поступают в наш организм. Свободные радикалы – это вот молекулы, да, которые содержат непарный электрон. Молекулы по сути своей, да, имеют парные электроны, но в силу того, что у нас идет загрязнение токсическими веществами, у нас как бы в окружающей среде все больше и больше становится элементов молекул, которые имеют непарные электроны. Вот, например, я нарисовала молекулу, электроны. Нормальная клетка содержит 2 электрона, да, парные, а тут нет парной, плюс-минус. И войдя в организм, вот молекулы со свободным радикалом, они начинают притягивать к себе электроны от здоровых клеток. А здоровые клетки, отдав свой электрон, они становятся, ну, уже некачественная работа у них начинается, да, как сами понимаете, чего-то не хватает в клетке, да, тем более питание неполноценное, радикала нету, ну, электрона нету, и он начинает работать, как бы сказать, ну, не в полную силу, энергии у человека становится меньше, информация от ДНК, РНК идет как бы уже мутированная, да, уже другая информация, неполноценная информация идет, и поэтому у человека снижается иммунитет, начинаются всякие заболевания, больная клетка начинает размножаться больными клетками, то есть потомство дает тоже больное. И человек все больше и больше болеет. Да, лекарства, которые нам назначаются, вот врачи назначаем, они поддерживают организм, но никак не излечивают, потому что причина состоит в другом. В том, что клетка, она больная, и что лекарствами мы лечим симптомы, но не саму болезнь и не саму причину.
Вот. И поэтому вот свободные радикалы, войдя в организм, они начинают, ну, то, что вот в организме происходит, это все химическая реакция. Вы же согласны? То, что переваривается пища, то, что мы дышим, это все химическая реакция, это обмен веществ идет. И вот свободные радикалы проходят в организм, войдя в организм, они вступают в химическую реакцию и процесс окисления вызывают. Поэтому сейчас чаще и чаще говорят о том, что у нас организм закислен. Поэтому нужно ощелачивать. Я даже слышала, что некоторые, ну, не врачи, а вот население, да, рекомендуют друг другу пить содовый раствор, чтобы закисление организма нейтрализовать. Ну, не знаю, насколько это эффективно, это, скорее всего, только в желудочно-кишечном тракте может, например, изжогу, да, убрать. А так в организме окисление сода не убирает, скажем так. Поэтому рекомендуют антиоксиданты как в таблетированной форме, так и в нетрадиционной медицине, например, вот чеснок. Да, он очень сильный антиоксидант, но не все его переносят, не всем он подходит, и проходя через весь желудочно-кишечный тракт, энное количество у него выводится, то есть эффективность у него ниже, если мы все проводим через весь желудочно-кишечный тракт. Вот. Ну, вот это вот вкратце то, что я хотела про физиологию рассказать, да, и почему именно продукты Success Together, да, они более эффективны. Почему я пришла к такому выводу? Продукты, вот именно питание, оно дается в суспендированной форме. А сейчас научно доказано, что в суспензии находятся вещества, которые им не надо расщепляться, они сразу в желудочно-кишечном тракте, вот в желудке, они всасываются в организм, сразу попадают в кровеносное русло и начинают действовать. Из фитоаптеки, да, у нас препараты в виде жевательных, как сказать-то, жевательные капсулы. Да, Да. жевательные капсулы. Жевательные капсулы. И попадая в рот, потому что во рту у нас очень-очень много, скажем так, сосудов, и тем более под языком у нас находятся очень большие вены. Вот гипертоники, наверное, знаете, да? Когда у вас повышается давление 160, 180, 200, 240, вам врачи дают таблетки, ну, каптоприл, нифедипин, да, и говорят, положите под язык, пока оно не рассосется. И начинают мерить давление через 5 минут, через 10 минут, через 15 минут, пока давление не снизится. Это доказывает, что лекарство, да, что попадает в сосуды, оно как бы начинает действовать сразу, как внутривенное влияние растворов действует, потому что сосуды очень большие вены находятся. И вот наша продукция именно в жевательной капсуле, когда вы разжевываете, да, очень много этих сосудов, и они поэтому всасываются сразу в кровеносное русло. И оттуда они направляются к тканям и клеткам. То есть они минуют желудочно-кишечный тракт, вот эти 6-8 часов, они начинают действовать от нескольких минут, от минуты, ну, до нескольких, даже секундами можно, наверное, почитать. Те, которые именно под языком держат. Есть такие же, да, под языком держащие. И погрешность, да, доведения продукции нашей, это вот погрешность всего 1-2%. Это те, которые вот проглатываются слюной. А 98-99% они доходят до наших клеточек. И клетка начинает получать полноценную пищу, которая необходима ей для того, чтобы восстановиться. Даже если она больная, она начинает получать необходимые вещества, которые ей нужны,
и она начинает самоочищаться. У нее есть такая очень хорошая функция, да, она начинает очищаться и размножаться здоровыми клетками. То есть человек начинает оздоравливаться. На уровне организма, да, это, как бы сказать, восстановление обмена веществ идет, восстановление микрофлоры идет, энергии у человека становится больше, как бы человек становится более энергичным, деятельность его, где бы он ни работал, более эффективной. То есть организм начинает восстанавливаться. Восстанавливаясь, человек оздоравливается. Оздоравливаясь, человек вылечивается. Да? И вот говоря то, что у меня, например, давление повышается, и что я могу пропить из всего этого, чтобы у меня давление снизилось, это не лекарство. Да, целенаправленного действия есть из фитоаптеки, но они именно начинают оздоровление клеток. Из-за оздоровления клеток у вас вылечивается вот эта гипертония. Оно давление сразу не снизит, вот через как вот эти таблетки, да, через минуту, через 5 минут, через 10 минут. Оно давление, например, не снизит. Оно начинает оздоравливать вас. Поэтому, когда вы начинаете принимать вот, со своими хроническими заболеваниями целенаправленного действия продукцию, да, Success Together, то я рекомендую все равно в первые дни все-таки принимать свои лекарственные средства, потому что может быть синдром отмены. Это я как врач говорю, пока клетки у нас не оздоровятся, на это уйдет, ну, по дням можно считать, по месяцам, это зависит от того, насколько поражен ваш орган, да, поражены ваши системы и функции, от этого зависит ваше оздоровление. Но, как говорит президент компании, только 4-й стадии заболевания не могут выздороветь, но они могут хотя бы чуть-чуть, но оздоровиться. Оздоровление-то все равно будет. Так, и в конце хочу вам сказать, что есть теория, да, что изначально наш организм запрограммирован на 200-летний цикл проживания. Это мы сами довели себя до того, что мы еле-еле доживаем до 70, до 80. Сейчас вот с новыми программами до 100 проживает очень много, до 90 лет. Но есть теория, да, что есть программа нашего организма на 200-летний цикл проживания. И я искренне желаю всем вам дожить до 200 лет. Спасибо. Благодарю, Анна Дмитриевна. Ну, как приятно, да, что наконец-то вот в нашей системе, в нашей команде, в группе, да, есть такой, ну, такой профессионал своего дела. И, может быть, вот зрителям, да, расскажите, где вы учились, сколько вы учились. Я так понимаю, что вы все время учитесь, да? Да. Да. Вот Да. хотелось бы про это услышать. Я в 2003 году закончила Якутский медицинский институт, но моя карьера медстажа начинается со студенческих лет, когда я начинала работать медсестрой в палате интенсивной терапии в реанимации в медцентре города, в национальном медцентре, да. После окончания института я работала в НЮРБе участковым терапевтом, тогда как в районах обычно не хватает врачей, да, кардиолога нет, лора нет, и участковые терапевты, они заменяют всех врачей. То есть я очень часто эти свои лекции пересчитывала вечерами, да, какие симптомы, какие симптомы, за кардиолога, за лора, вот, например, сама сидишь и на 2 участка, врач уходит в отпуск, и ты сама сидишь, да, новоиспеченный врач, никакой практики, никакой это, и поэтому я в НЮРБе прошла очень хорошую практику, я считаю. Потом я поступила в ординатуру по ВОП, врач общей практики, 2 года отработала, 2 года отучилась, закончила и работала в первой поликлинике участковым терапевтом.
Потом перешла в отделение профосмотров, работала терапевтом, отучилась на профпатолога, работала профпатологом, терапевтом. А потом с 2016 года я работаю в частной клинике Благомед, работаю терапевтом, профпатологом, работала в свое время врачом УЗД, отучилась, и врачом-организатором, так как руководящий состав частной медицинской организации должен иметь сертификат врача-организатора. И вот я отучилась, и с 2016 года работаю в клинике Благомед. Благодарю. Также вопрос, вот самый, вот сейчас же, да, ну, как я смотрю, очень много вот людей с онкологией. И как вы думаете, это от чего? И, скажем, ну, причина, да, очень молодые, вот даже дети, да, очень много онкологии вдруг стало. Раньше же было, что это старческая какая-то болезнь. Ну, я по-своему думаю, да, сейчас сплошь и рядом, сплошь и рядом. В чем причина? Ну, скажу так, что онкоклетки, да, они находятся у всех у нас в организме. Они просто находятся в спящем режиме, и под воздействием какого-либо фактора они начинают активизироваться, начинают быстро-быстро размножаться. Из-за этого онкология и растет. А почему она появляется, под какими факторами? Это промышленность, это загрязненность нашей окружающей среды, это наше питание. Поэтому сейчас и молодые болят онкологией, и работоспособного возраста, и пожилые болят. Да? Очень много онкологии стало, и тем более их очень много в тех районах, где у нас идет развитие промышленности, вот, добывающие компании. Поэтому я говорю, в какой-то степени все равно идет загрязнение. Клетки, они как бы уже мутированные же клетки растут. И на начальных стадиях, питаясь вот именно клеточным питанием, мы можем повернуть вспять пораженные клетки, мы можем вернуть нормальное состояние. Поэтому даже если у вас третья стадия, да, после операции лучевую химическую терапию проходите, питаясь клеточным питанием, вы поддержите свой организм, потому что он будет восстанавливаться, питаясь именно нужными элементами, которые есть в этой продукции. Ну, онкология, да, сейчас есть теория, что она полностью излечима на ранних стадиях. И без операции можно вылечиться. Вот, еще, да, спасибо. Вот нашими продуктами мы можем профилактировать вот эту страшную болезнь же, да? Вот, да. И вот результат ваших родителей. Вы говорили, что у них есть результат, и это заинтересовало, да? Да. Мама, как мне рассказала, она сразу вступила в компанию Success Together и начала принимать свои продукты, да, начала кушать и из фитоаптеки принимать. И буквально через несколько дней она мне звонит, ну, практически каждый день мы с ней созваниваемся, и я вот заметила, что она больше не жалуется на здоровье. Обычно, когда она мне звонит, начинает: вот у меня болит горло, что мне делать? А горло у нее болит уже несколько лет. Мы с ней проходили обследование у разных врачей, у разных лоров, да. То, что они назначали, вот лекарственные средства, она, конечно, принимала, все делала, и это давало эффект, но временный. Через какое-то время все равно горло начинало болеть. А горло просто так, например, не болит. Если она гнойная ангина болит, да, если катаральная ангина болит, когда воспаление идет. А у нее постоянные боли. Представьте себе, она не может глотать, она не может громко говорить из-за того, что горло болит. И вот она перестала жаловаться на свое горло, перестала жаловаться на боли в суставах,
коленных суставах, когда они у нее тоже болели несколько лет. И вот буквально на днях я съездила в Нюрбу к родителям, да, и мы заметили, у мамы есть диагноз многоузловой зоб, неоперабельный, узлы очень большие, и они находятся за грудиной, ну, внутри, поэтому доступа к операции нет, и у нее шея выбухала. Вилюйская группа улусов – это эндемичные районы, поэтому у них у всех практически есть узловой зоб. И мама заметила, что у нее все рассосалось, шея нормальная. И я посмотрела, она мне показала, да, шея вот человека, у которого нет зоба вообще. Это вот нонсенс такой был, ага, удивление такое. Даже вот узлы, они рассасываются. Я надеюсь, что она запишется на УЗИ щитовидной железы, чтобы я как врач посмотрела, да, насколько узлы, они рассосались. И у отца недавно поставили диагноз хроническая сердечная недостаточность третьей стадии, стенокардия напряжения, гипертоническая болезнь. Он проходил обследование здесь в кардиоцентре. И как бы у него были жалобы постоянно на слабость, утомляемость, одышка была. И он начал принимать кардиовитин и витабрейн. А сейчас он уже бегает, работает уже, одышки нету, так что эффект замечательный. И я сама вот принимаю не инулин, а омегу, кедровитин плюс и сквален, да. По онкологии у нас есть как бы генетическая предрасположенность, есть по линиям онкология, и поэтому я их принимаю, и по роду своей деятельности постоянное напряжение, постоянные стрессы, и у меня хроническая усталость была, синдром. Я очень много работала, и поэтому устала вообще лежать, и ничего делать не хочется. Я вот ушла в отпуск, начала принимать. Я только вот вторую неделю принимаю, да, и то результат я сама вижу, что у меня энергии стало больше, что у меня проснулось желание жить, петь и плясать. Да, это несмотря на то, что я еще не все же перепробовала. Я даже питание еще не взяла. Success Day, Success Night, вот на днях, сегодня-завтра выпишу себе. И думаю, уже у меня и проблемы с бессонницей. Проблемы с бессонницей у меня были, потому что я сутками не спала. А сейчас хотя бы уже сплю по 5-6 часов. Супер. Вот. Чуете. А ваше мнение по поводу мероприятия вот нашего? Вы же были, да? Я вас видела. С такими горящими глазами сидели. Вот ваши глаза мне запомнились. Оказывается, это вы. Оказывается, это я, да. Но как бы прежде чем записаться в Success Together, да, войти и начать принимать, я же много изучала, и как бы у меня первая мысль была именно на оздоровление организма, не на бизнес, на оздоровление, да. По бизнесу у меня, конечно, ну, вот эти вот живые встречи, они, да, заставляют человека как бы тонизироваться, больше желания иметь, слышишь, какие результаты у других людей и по бизнесу, да, и по состоянию здоровья, что они принимают, и какие у них результаты. Это вообще дает тебе толчок, чтобы ты двигалась и дальше. Поэтому как бы это большой плюс, что люди, принимающие продукцию, имеют возможность даже заработать на этом. Даже если не заработать, да, то все равно, если ты начинаешь принимать, у тебя результаты положительные будут. Это 100%. И ты начнешь об этом рассказывать другим. То, что тебе хорошо, ты, например, будешь желать своей подруге, да, и ты ей расскажешь, она тоже захочет. Вот поэтому вот в личном кабинете то, что есть бизнес, да, вот человек после тебя зайдет, и ты вот на эти деньги, которые тебе поступят, ты можешь себе бесплатно взять продукцию и дальше принимать. Поэтому как бы рекомендуется же постоянно принимать его. Потому что у нас мы питаемся каждый день должны
наша клетка тоже должна кушать, наши клетки. Вот эти вот 30 триллиардов клеток, они хотят кушать. И кушать хорошую, качественную пищу для себя. Вот. И это очень хорошая возможность, да, возможность покупать, брать продукцию бесплатно. При этом рекомендуя другим, желая другим, чтобы они тоже оздоровились, чтобы у них этих хронических заболеваний не было. У нас сейчас век такой, да, живи и радуйся. Все есть. Хочешь, выезжай за границу. Хочешь, езжай в Москву, да. И если ты больной человек, лежишь, то тебя уже ничего не интересует. Весь этот спектр радостных моментов в жизни проходит мимо тебя. А это же обидно. Вот. И сейчас очень невыгодно болеть, потому что лекарственные препараты в аптеках, цены на них растут как грибы. Да. И скажу так, что и некачественные продукции бывают, что они не действующие. А еще я хочу рассказать про БАДы. Вопросы были у людей. Да? Я слышала краем уха. Вот. Что такое БАДы? Да? БАДы – это биологически активные вещества, которые, это добавки, да, которые люди начинают принимать в пищу, чтобы пополнить организм нужным веществом. Ведь вместе с пищей мы не все восполняем. По сути, БАДы сами по себе, большинство БАДов, да, большинство компаний, они не проходят клинических испытаний, и, соответственно, они не проходят госстандарт-контроль. БАДы, я вот ходила на лекцию Новосибирского по фармакологии Новосибирского медуниверситета, и там профессор рассказывала именно про БАДы, что они в большинстве случаев делаются из остатков растительного сырья. То есть вот растения взяли, и то, что нужно было для данного лекарства, да, листья или цветочек вот взяли, корневища взяли, и остаток остался. Вот из этих остатков субпродуктов делают БАДы. То есть врачи, зная это, да, какой результат будет, они же не знают, из каких остатков сделаны вот эти вот из лекарственных трав. И поэтому практические врачи, практикующие, они не назначают БАДы. Потому что результат, вот эффективность этих БАДов, как бы никто не знает, какой результат будет. Но есть, конечно, некоторые компании, да, у которых БАДы проходят клинические испытания, и даже они внесены в реестр лекарственных средств. Но, опять же, вот эти БАДы принимаем вовнутрь, они проходят через весь желудочно-кишечный тракт. 6-8 часов переваривания, всасывание, да, и энное количество выводится из организма. То есть вот стопроцентной усвояемости их не будет. Ну, максимум там 30-40% только усваивается организмом. Вот то, что говорит наш Андрей Артурович, да, вы платите, вот, скажем, все это идет в унитаз, да, прямо скажем так. БАДы. То есть и вот эти хорошие БАДы, и вот эти хорошие БАДы, они не дешевые, по сути. Но от них мы берем только 30-40%, и эффективность их отдаленная, да, то есть не через день, не через 2 дня, как в наших продукциях, а через энное время. Вот и все это скупать вот по отдельности, там витамин В, группа витаминов В, потом аранобигалактан, сквален, все это покупать по отдельности, это очень дорого стоит, не для наших карманов. Да, это по отдельности, по идее, да, это очень дорогая продукция. И да, гидрокверцетин, это на данный момент это самый сильный антиоксидант. И то, что он у нас в каждой продукции, да, это дает возможность нам остановить окисление нашего организма, то есть восстановить микрофлору, pH организма. Это вообще замечательно. Супер. Может, вопросы есть у зрителей, да? Давайте услышим.
Включаем микрофон, только не все разом, по очереди. Может быть, вопросы у зрителей. Сахалыда боллун. Min nürbatan Elizabeth Saharba'nın bilginir kuskayga barbın Anna Mamatın Margarita'nı kıtıra an bastan hağalabıpıt. Elizabeth'in çanawaga barbıpıt. Bil ühe bilüge. Ondan da tiyemit registrasyonlanamı tiginnamit. İti bu bir şey tuhputugar hame min замечать дирмити технической грамотность хаме надо. Потому что би хастапчондар технический кен били интернетнан тухтабапыт. Итинне улахан тугу урукканада внимание, но онан мага мактанабын наха үрдүм эфирге таккыбыккар. Мактал. Мактал. Мактанабык. Үтөкеһинен Анна, мен Любовь Никандрова, то есть Барабанова. Еген бастыкы жүбүткүнөн агардалибин, эфирге такылыкынан молодец, нахачыге, юрдим агай, көрөмүн. Будем вместе, будем медики. Очона медиктери кызары бары бирге, иннибит кейки бары. Да, бу манна компания медиктер элбахтер эди. Медиктер элбахтер, да. Ону колобра хаян кихи маннык сообщество курдук населенияга именно медицинская өттүнтердеха хапетаваллады тинник. Өттүттен көрөн барыкпыт. Бесисизген жуттан кайыкпыт. Чүгей. Ожа, саңалы быстар иннебин. Короче. Иннебит ходу бара небит. Колобра кихияха тугамет аныр рекомендациялар баллахана хим бир бу маны тога рекомендацияларгын тога именно ихтягы онна тугу күтери ден какой результат будет бу ихериттен ден колобра кихи билет баллахана бидде ихер булайды, хир булайды. Оннук баулайды. Оннук баулайды. Наха чугай. Наха үрдүм. Мактал. Спасибо. Так, Люба, мактанакка. Дальше кем я хабари? Здравствуйте, Анна. Надеемся. Астер компания. Эльве. Слышно. Можно я задам вопрос? Здравствуйте, город Нургул. Ага. Анна, я хотела спросить у вашей мамы, какой степени рак был? Я не говорила, что у нее был рак. У нее многоугловой зоб был. Зоб. Да. Понятно. А вот узловой зоб, да, и что она попила? Ну, она питается Success Day, Success Night, батончики, и из всех продукций она потихоньку все принимает. Она очень любит омегу. Она в день по 2, по 3 штуки кушает его. Неонилин она принимала. Ну, из всей продукции она все принимала. Понятно. И в течение скольки месяцев она пьет это? 3-й месяц. Спасибо. И уже такой результат. Спасибо. Спасибо. Еще хотел, вот она принимала, например, у нее были вот эти боли какие-нибудь, когда вот принимаешь, да, бывает же... Обострение. Обострение, да, идут. Ну, по идее, да, течение заболевания, как он будет протекать, как он протекает, это зависит от вашего организма, от состояния вашей иммунной системы. Какие боли дает? Это болевой синдром, у каждого свой порог болевой. Поэтому, если даже вот, например, прыщик выскочил, да, на лбу, одному он дает боли, а другому нет, например. Спасибо. Поэтому это очень интересно. Можно задать? Еще хотела такой вопрос задать. У меня совершенно личник, да, где-то в течение месяца принимает. У меня артрит, много хронических заболеваний, да.
И сильно ее беспокоит шум в ушах. Он Мгм. почему-то не проходит, постоянно, говорит, прямо наращивается. Вчера, говорит, у нее прямо Скорее. из глаз прямо искры пряма были. Но, говорю, пей обезболивающие уже. Суставы сильно болят у нее. Ну, пьет вроде бы всю линейку. Но почему-то очень часто жалуется она. Шум, говорит, никак не проходит. Ну вот, как я говорила, да, степень оздоровления, а потом выздоровления зависит от того, насколько запущена ваша болезнь, насколько глубоко идут изменения в клетках ваших органов. От этого зависит. Бывает, да, что излечивание дает болевой синдром. Когда начинается излечиваться организм, он бывает, что идет обострение, а потом уже как бы снижается и болевой синдром, и воспалительный характер, и все начинает, как сказать-то, приходить в норму, оздоравливаться. То есть это у каждого индивидуально. это у каждого индивидуально, да. Это вот не те лекарства, да, продукция саксостугесы, которые снимают боль, которые вот как антибиотики начали принимать и снимают воспаление. Нет, тут оздоровление идет через оздоровление, восстановление ваших клеток. То есть это может занять у некоторых 1 день, у некоторых 2 дня, у некоторых 3 месяца, у некоторых год. Это зависит от того, насколько поражен ваш организм. Это у каждого свое, индивидуально. Спасибо большое. Можно, да? Я хочу. Ирина. Сначала Ирину послушаем, потом Розалия, да, приготовьтесь. Ага, мен туй таргана бунити. Келлен билдерен биле яхан түһәрәри ди ночь испекетти онна биле батончики. Онна иерге 10 күнде примерно олура. Оны ол иереттер биремәгә тигәр ити тухтай Ошогос үлетте кехилбетага дуа. Вовремя тахарар этеддуа. Он интерхетки. Митан идан. Ага. Ага. Сәп, әппетиби. Челленджка буллагана, отон, мен бейм с 8 февраля начала, да, с 8 февраля до 8 марта. Я себе сама объявила челлендж. То есть утром завтрак, это день, и 3 часа дня батончик, и до 6 не кушаю, да, и пью воду, плюс зарядка. И таким образом у меня объемы ушли, но не знаю, да, сколько у меня килограммов ушло, принципиально не стою на весы, но все равно объемы ушли, очень заметно. А работа кишечника, все нормально, потому что я вечером кушаю, все кушаю, ужин, все кушаю, даже больше, по-моему. Как обычно, келерите, да? Как обычно, как Хорошо. обычно. Ага. Не аннулируешь. Тут может быть, да, очищение, потому что, знаете, что в толстом кишечнике, да, оно устроено так, что имеет гаустер вот так вот. Это не прямая трубка, она вот такая вот, да. И в течение жизни те, кто вот склонность к запорам, те, у кого кишечник длиннее, чем обычно, да, и бывает, что опущение, у них не вся каловая масса выходит, она скапливается в этих гаустерах. А когда начинается очищение, вы же больше воды пьете, да, и вот эта вода, некоторая часть всасывается, а некоторая часть выходит. И вот эта часть выходит, она вот вымывает из гаустеров вот эти каловую массу, да, и перистальтика кишечника, она усиливается при очищении. Потому что организм, он самоочищается, есть у него такая функция, как и у клеток. И он начинает очищаться, и поэтому в виде поноса жидкого стула может выводить. Уже но это, скажем, сразу кулавра хаябдах буламди.
Мен буланы усинан клеточное питание на агыхпыттан, завтрак заменяя полностью клеточным питанием. Ага, и постепенно вот увеличиваю, да, вот этот интервал. Тох, полура обекедла, вон бекедла хавапн, он вон кедла хавапн, но постепенно. А люди думают, что лох сразу лох были сразу лох. Хасада, но хаята биттеки хабидда хирген, и лох страх, у них страх. Кутаналар, он колпата, все постепенно, барталох постепенно съевай болар. Организмтын үлелетин ондук үйреттин беят мейгитин үлелетин ондук хайырга онна, и конечно же ол тоха омега хебин, да, например, ол обеккедылы кардиовитин, он ман тун сюлюней котох барына. Вот. Мне очень нравится, пока очень нравится. Он самое главное, что я заметила, да, мама же тоже скинула 7 килограмм за месяц, как начала принимать, и у нее нет кожи, которая висит. Да. Обычно, когда снижается вес, когда уходят объемы, регенерация клеток кожи у где-то старше 40 уже начинает плохо же работать. У Олимбала, когда худеешь, все всегда свисает. А у мамы нету такого. И у тех вот отзывы, которые вот скинула столько-то килограмм, скинула сколько-то килограмм, и я постоянно на кожу смотрю, ни у кого нет свисающей кожи. Поэтому это говорит о том, что клетка кожи, да, она тоже обновляется, и регенерация вот ее функции идет быстрее, ну, в норму переходит. Хочу даем. Спасибо. Так, Розалия Самсонова, город Нюрба. Розалия Барга. Связь тракоганду. Розалия. Колбанна да. Калля да. Так, я хочу сказать мамныгы. И ты щитовидка тогуна неттилер дедельби. У меня Ой. Розалия баран халла ди. Розалия баран халла. Бу Евгений Дентин колбамутунда, Розалия. Оттоните папа вот кенинен колбана хатыолоровун. Ага, все, хорошо. Сейчас еще раз. Повторно хиллер болла да хүтерен то кухаганы бат. У меня аутоиммунный тиреоидит, хепте гипотиреоз кеннахпен. Дейтемиген ынырыктык подшатнул серьезно. И ты заболевание было мне, холо эдербиттен кельбитебит, и он тукайбыттан у меня нарушение обмена веществ баран, тох пар органмын барытын, короче, сохоңор бут. Особенности бөрбүн, оны сүрәкпин, олардан кабиспит. И при приступе у меня пульс доходит от 180-200 ударов в минуту. От всего этого ожирение баран, я весила 90, около 100 килограмм. Сейчас я вешу на 72-73 килограмма. Он только будто... Тямин диагнозом на страшный эльбех. У меня и выпадение слизистой прямой кишки первой-второй степени, холобура, панкреатит, пелонефрит, там артериальная гипертония, ден, хроническая баратати, остеохондроз, ден, геморрой, ден. Он гипертонический атеросклероз силлер хобл денатые тагатете, бронхиальная астма, от всего этого бывали у меня периодические приступы сердцебиения, одышка барыта. Олонтон мен избавись полым, хепте олар, өйден иштен от стольких болезней.
У меня была геморрой бар, которым сопровождалась болями, естественно, и то очогохум кухаганыттан очогохум вообще үлеләбәтиттен боллагана туак тиек кохабы ити тугунан. В общем, неделями задержка была, олиген боллагана у меня все это выходило с помощью микроклизм, даже больших клизм, Он тонити меха щитовидка мырыта билигин да бар, олгынан баран кытчабыт, приступум агыябытыттан билебин мен. Оны айы колубара мен анализ туттарабын, тытыгы кенин. Мен тытыгым до 40 доходит, вместо нормы 4. 38, 27, 32. Он тонемискатчевая тюген калар. Из-за этого у меня вот такие приступы сильные бывают, сердечные. Если я в месяц падала от сердечного приступа, скажем, 5, 6, 7 раз в месяц, сейчас я за год с небольшим совсем, в апреле было год у меня было 4 приступа. Это значит, я уже выздоравливаю от щитовидки, да? Это идет оздоровление. Ага. Но это же очень-очень хороший эффект. Результат. Если я в месяц такими приступами падала, я сейчас за год 4 приступа. Олата у меня щитовидка идет к выздоровлению. Но тем не менее он все равно келер. Но не такими болями уже. Конечно, халбарата, рынен, мен онтон уже бемырывым билебин. Олиген я каждый месяц сдаю анализы. чугайч. Розалия, халгы олахити хилері бағаран молодец. Спасибо, девчонки. Так что верьте все, которые тут новички сидят, бары таких болезней, как у меня, букетов цветов, ни у кого нету. Я уже начинала сдаваться от этих приступов в действительности. Но я сейчас, тем не менее, борюсь и борюсь очень сильно. Я иду на выздоровление, поверьте. Молодец. Тонго камелес полнадин, халь баки камелхар уже Розалия, чей бар результатом да. Так. Тебе те хеки хинистяка, ким онна вопрос-тагы. Может, у кого есть пожелания? بالتوهلخته давайте завершим. Анна Дмитриевна, огромная благодарность и надеюсь, что сработаемся. И я к вам заходила на Инстаграм. Вас там... Инстаграм я не веду. Не, Благомет. Благомет кенигара. Благомет. И тух паратеден, чайдары ген блечой байды хайырып кетеп. Эти бэбит хомой бут чайдардах кит. Сахашая көтөлөли бит. Онтой бутын именно биле тухтар гаден. Мочеполовой гаден, дыхательный гаден, тус-тус палабаллар. Витаминный миксы генден хаскага. Бэбит хаяб хомой бут чайдардах. Таким же образом, эти биге фита аптека бутын, биге здоровая еда бутын, бига клиника гатыр, келдерехтен хеп булаги. Это вот келдерехтен. Онтон эти интегративная медицина, холобра, я уже записалась на обучение, с понедельника начинается. Она уже как бы со вчерашнего дня уже задания, уже уроки, уже лекции идут, хотя официально уже только с 8 начинаемся. Очень интересно. И по окончанию обучения кабинет интегративной медицины Рейхпут
Там, чтобы оздоровление человека было, организма, да, человек тоғыттан хағылықтақ мышление тұтта. Эти разалияк бітін күрдік. Тоқтен мен хылуманы гынамын, мен үтөріқтақпінден, потому что от внушения человека, да, от его мышления, активности, позитивности очень многое зависит. И тағайар болла қатына әхеге түргеннік выздоровление барағатте. Продукцияны болағына клиникаға келдер ехпет. Мен өсе предложение келдер бітін, что будем собираться месяц, ну, в неделю хотя бы один раз на выходных ки. Қаскеге келереттен қолабыра клиникаға қаяқ бұтын хөп, мені Христофоровналы можем разместить на выходные. Оннан 0 лекция мұрақ бұтын хөп по медицинской части. Ондан ете әхеген басадонтан екелі қатна по бизнесу. Это очень, блин, тохти. Большая плюшка, что можно сделать в бизнесе. Что можно бесплатно получать свое питание. У меня аж бабочки в животе. Ура, ура! Будьте с нами всегда. Нам врачи нужны для консультации. Антон, тоха үйе білуге нюрбаға хайындеки тиехет жиағам. Онда мен, возможно, біле жандару менен баяғат клиенттергітер вопростақтыры болу, кейі батта телеграмға бұл хебәсмет тоғына дейін кейт бәтаға болу. Онда можем сделать собрание по медицинской части. Ну, и близлежащие районы тоже с девочками могу, конечно, выезжать, но согласованно, тогда тематика и курдук по медицинской части, пожалуйста, потому что я всегда как бы за информатизацию населения. Если человек понимает, что к чему, то он и стремится к этому. Не зная, что он получит в результате, человек этого делать не будет. Молодец. Молодец, Анна Дмитриевна. Мы вас приглашаем в Нюрбу. Молодец, молодец. Начо, Янчик. Анна Дмитриевна, очень приятно. Мама, всем благодарю за обратную связь. И как объявление, у нас вот в субботу будет презентация в нашем вот гостинице «Лена», 6-й этаж. И можете туда приходить, Анна Дмитриевна, если у вас... Я приду. Ну, вот, да? Приходите. Ой, включите микрофон, пожалуйста, Раиса Тимофеева. Так, и вот услышали же, да, и третий бары субботага Анна Дмитриевна презентацияга бар болуга, он намекалярин, и вообще у нас врачей, ну, подключаются. Сделаем такое сообщество, да, и будем трудиться во благо населения республики. И еще объявление, Амкинский район, готовьтесь, к следующую субботу мы едем к вам. Если есть время, Анну Дмитриевну тоже можно туда приглашаем. Ну, посмотрим, где ходит. И завершу этот эфир, ну, благодарность, да, Анне Дмитриевне, и это только начало, да, и начало нашей работы, пускай так будет, и завершу словами, да, цитатой Андрея Артуровича: как мыслишь, так и действуешь, как действуешь, так и живешь. Бара здоровой булуха. До свидания. Всем благодарю за внимание. Талкыргыттар.